Добрый день, меня зовут Джамшед Дёров, я глава фонда Бузургмехр, а также брат таджикского политзаключенного Бузургмехра Йорова, правозащитника, политзаключенного, который уже 2015 года находится в заключении. По 3 уголовным делам Бузургмехр приговорен к 28 годам лишения свободы. И вот с недавнего времени, конкретнее с ноября прошлого года по сей день, идет его 4-е уголовное дело, против него возбуждено 4-е уголовное дело, естественно, по той же дежурной статье 247 «Мошенничество». Это дежурная статья для всех правозащитников, адвокатов и других людей, которые не угодны нашим властям, таджикским властям. Так как получить информацию, официальную информацию или даже неофициальную информацию из Таджикистана очень сложно, зная об этом, применяя разные ухищрения, угрозы, шантаж, следственные органы прокуратуры, суда засекретили дело Бузургмехра Йорова, придали ему гриф секретности во время предварительного следствия и во время суда. У нас не было возможности открыто говорить, не подставляя кого-то из наших знакомых, родных, тех, кто давал нам информацию по этому делу, чтобы им не было никаких проблем. Так как всего 3 дня тому назад, 20 июня, в Фейсбуке бывшим адвокатом, который защищал интересы Бузургмехра Йорова в следствии, Давлатшоевым Назарали Рахматшоевым был опубликован пост, и этот пост перепостил один из фейков властей Таджикистана по имени Рустам Хафизов, и в котором он рассказал, открыл все так называемые секретные материалы по делу Бузургмехра Йорова. Мы считаем уже себя свободными от обязательства хранить тайну следствия, тайну судебного следствия, тайну предварительного следствия и рассказать вам о ходе и следствия, о истории возникновения этого уголовного дела, о причинах его, о лицах, участвующих преследований против Бузургмехра Йорова, о тех адвокатах, прокурорах, судьях, об лицах, которые подали заявления о мошеннических действиях Бузургмехра и так далее. Итак, начну с хронологии дела, а потом перейдем к другим нашим делам. Итак, 9 ноября прошлого года, когда Бузургмехр Йоров находился в библиотеке колонии ЯС-3/1 в городе Вахдате, к нему подошли сотрудники этой колонии, заместитель начальника колонии подполковник Сафаров Манучер, майор по имени Уриф и сотрудник Даулатов Ахлидин, и начали беспричинно придираться к нему. Основным причиной, которую они посчитали обоснованным или уже достаточным для того, чтобы Бузургмехра Йорова в тот же день отправить в ШИЗО, было то, что Бузургмехр Йоров не встал перед ними и не представился, как положено, заключенным. Следует тут сказать, что основная информация, которую мы делимся сейчас с вами, нами получена в апреле этого года посредством письма Бузургмехра Йорова. Ему удалось отправить письмо, в котором он все рассказал, объяснил, которым я с вами делюсь, и еще, естественно, добавляйте информацию, которую мы получили через наши источники. Таким образом, подполковник Сафаров Манучер, майор Ориф и Даулатов Ахлидин, считая, что Бузургмехр Йоров проявил неуважение и нарушил внутренний распорядок, заставляли его написать объяснительный, почему он не встал, не поздоровался, не представился нормально
к этим сотрудникам и так далее. Бузургмехер пишет, что его пытались заставить насильно, под угрозами, чтобы он написал в своем объяснительном то, что им нравилось. Значит, они хотели, чтобы Бузургмехер написал, что он, зная, что они кто такие, специально, не уважая их, подал пример для других заключенных, нарушить вот такую обустроенную систему, каждый раз вставать, называть себя, не знаю, кланяться к ним и так далее, и так далее. К этому делу также присоединился и начальник этой колонии по имени Турсунов Б. Имени не знаем, Турсунов Б. И в дальнейшем я скажу, почему мы имен не можем знать. Потому что ни в сайтах государственных структур, ни в сайтах Министерства юстиции, я имею в виду суд, прокуратуру, другие источниках информации нет ни имен, ни фотографий, ничего нет. В сайте, например, коллегии адвокатуры Таджикистана вообще не работает. Сайт суда города Вахдата, устаревшая информация, там, не знаю, двухгодичная, трехгодичная, что ли, вот такая. Получить информацию, как их зовут и так далее, нам очень сложно. То, что у нас есть, это некоторые фамилии, некоторые имена или просто фамилии. Это то, что нам удалось получить. Итак, Турсунов, Сафаров, Уриф и Давлатов пытаются заставить Бузургмехра Йорова написать объяснительные, так как им хочется. Но Бузургмехр пишет то, что было на самом деле. А на самом деле было то, что они подошли к нему, не требуя, не представиться, ничего, подошли к нему и сказали, что ты делаешь. Он сказал, я читаю книгу, назвал имя книги. Они потом покрутились вокруг него. Это говорит о том, что целенаправленно они пришли сюда. Покрутились и показали на список, который лежал около Бузургмехра. И сказали, что это за список, почему тут разные имена, что это значит. Бузургмехр сказал, вы же сами прекрасно знаете, что вы же сами меня даже назначили, типа смотрящим за телефоном. То есть он регулировал в то время, Бузургмехр регулировал в то время звонки заключенных своим родным. Был график, в который день кто звонит, с какого часа по какой час, кто звонил, а кто не позвонил. Говорит, вот это тот список, по которому списку я разрешаю, например, заключенным звонить своим родным. Они и к этому начали придраться книги начали они, эта книга какая разрешенная, неразрешенная. А потом придрались к тому, что он не представился. Отправили его в ШИЗО. Бузургмехр пишет, что они сильно психологически оказывали на меня давление. Я даже упал на колени перед ними и сказал, что хоть меня убейте, я напишу то, что есть. Я не буду писать большего или меньшего. Бузургмехра Йорова в тот день, то есть 9 ноября, отправляют в ШИЗО на 15 дней. 23 ноября его, Бузургмехр пишет, меня как собаку потащили в суд города Вахдата. Бузургмехра тащат в суд города Вахдата. Судья города Вахдата приговаривает его к 2 годам заключения в крытой колонии города Душанбе. Это очень строгая колония, условия содержания очень жесткие. И свидания, передачи там таким большим промежутком времени могут люди получить. То есть такая есть возможность, что ты не будешь знать, что с твоим родным в течение, например, полугода. В этом суде также участвовал адвокат. Имя адвоката неизвестно. Известно, что адвокат тоже был дежурным адвокатом из города Вахдата, который абсолютно ничего не делал. Бузургмехра Йорова приговорили к 2 годам заключения в колонии, в крытой колонии по причине того, что суд посчитал его по представлению, естественно, сотрудников колонии ЯС-3/1 Министерства юстиции Таджикистана, начальника этой колонии Турсунова и заместителя подполковника Сафарова Манучера, посчитал Бузургмехра Йорова злостным нарушителем внутреннего распорядка колонии. На что Бузургмехр ответил им, сказал, что вы должны просто проверить мое личное дело.
Посмотрите, только в течение 2 лет в этой колонии я получил от 8 до 9 благодарностей. Также от имени начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Умарджона Мансурова он получал дополнительные долгосрочные свидания со своей супругой. Почему? Потому что один из самых лучших библиотек в колонии всего Таджикистана был организован Бузургмехром Ёровым. Мы сами, я, моя сестра, мои родные, близкие, знакомые, несколько раз даже отправляли книги, специальные книги для пополнения фонда этой библиотеки. Так, не знаю, в каком-то конкурсе или в результате чего-то колонию, библиотеку этой колонии признали самой лучшей библиотекой, и Бузургмехр получал благодарности и так далее. Бузургмехр даже говорит, что 9 сентября он лично от руки самого начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний получил благодарственное письмо, или, не знаю, там, ифтихорнумат. Благодарственное письмо считается как диплом, что ли, такой, что заключенный ведет себя правильно, стоит на пути исправления, надо брать с него пример и так далее, и так далее. Он обратился по этому вопросу к суду, обратился к адвокату, но ни суд, ни адвокат, ввиду того, что они все являются зависимыми от правоохранительных, силовых структур, от людей, у которых есть оружие, они ничего не сделали. Даже более того, Бузургмехр Ёров сказал в суде, что он хочет как бы побыстрее получить постановление суда, чтобы он его обжаловал. Он до сих пор не получил. Прошло вот столько месяцев. Это было в ноябре месяце, сейчас июнь. До Бузургмехра это постановление суда о назначении ему 2 лет в крытой колонии все еще не поступило и вряд ли поступит. В тот же день вечером 23 ноября после суда Бузургмехр переводит в крытую колонию в городе Душанбе, не позволяя взять ему с собой очки. У него уже плохое зрение. Не позволяет ему взять очки в холодную, пора была холодная. Также ему не позволяют взять куртку и личные свои гигиенические вещи. Бузургмехр пишет, что когда меня перевели в крытую колонию, тут охранники, сотрудники были удивлены, почему, говорят, вы перевезли его без одежды, без, вообще можно сказать, неподходящей, типа в одной только спортивной форме. В футболке, в бриджах, в тапках и в кепке. А где куртка, а где другие вещи? На что сотрудники колонии ЯС-3/1 ответили, что так ему и надо, сами потом ему когда-нибудь выдадите. 13 января брата посетил прокурор, то есть прокурор, который следит за ходом уголовного дела, нового уголовного дела, которое против Бузургмехра возбудили, его посетил, нам его имя неизвестно, и сказал, что против него возбуждено уголовное дело. Причиной он назвал деятельность фонда Бузургмехра Ёрова, деятельность меня, Джамшеда, а также сказал и показал ему заявление осужденного Хасана Адхамовича, который написал против Бузургмехра заявление о том, что Бузургмехр обманным путем завладел его 42 500 сомоней. Давайте я сейчас прерву хронологию и скажу про эту фигуранта уголовного дела. Кто такой Хасанов Хасан Адхамович? Хасанов Хасан Адхамович 1981 года рождения, житель сельского совета Ворух, города Исфары Сагдийской области, приговорен 14 декабря 2020 года за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, а также за преступления, относящиеся к экономическим, также к наркотическим группам преступлений Уголовного кодекса. Он приговорен к 17 годам лишения свободы. Хасанов Хасан
находился в одной колонии с Бузургмехром Йоровым, у них были какие-то, можно сказать, дружественные, я уже сейчас не могу сказать дружественные отношения с ними, с Бузургмехром Йоровым. Бузургмехр Йоров, находясь даже в колонии, находясь в тюрьме, находясь в заключении, является правозащитником, потому что он проводил курсы изучения английского языка, он проводил курсы изучения законов Таджикистана, и сотрудникам колонии, и заключенным писать жалобы, заявления, ходатайства, другие юридические документы, необходимые им. И это ему никто не воспрещал, ничего, никаких проблем не было. Но помогая Хасану писать его заявления, редактировать его заявления, обращения, которые, естественно, были распечатаны, обнародованы. Например, нашим фондом они были 3 письма Хасанова Хасана с разоблачительными данными про действия милиционеров, прокуроров, высокопоставленных лиц Сагдийской области, где он говорит, что он себя считает козлом отпущения, потому что только его посадили, только его поймали, а другие соучастники, такие как прокуроры Сагдийской области, в особенности города Исфары, они избежали наказания, просто посадив этого человека, чтобы в деле хотя бы был один фигурант. Он писал всюду, везде, писал даже в газете, так называется газета «Самак». Мы пытались дозвониться до сотрудников Самака, получить у них какую-то информацию, чтобы они нам сказали, действительно, вы распечатали письмо Хасанова Хасана. За это сколько вы получили за распечатку? Когда вы это распечатали? Первую часть, вторую, третью часть, еще что? Но они на вопросы не отвечают, узнав, что мы спрашиваем про Хасанова Хасана, перестали отвечать. В то время, после того, как обращение Хасанова Хасана, которое вы можете найти, например, в нашем сайте, в Фейсбуке можно найти, в группе ИСЛО, например, они тоже статья Хасанова приведена, в котором обнародуются, указываются лица, причастные к убийству даже, контрабанде наркотиков, контрабанде других товаров народного потребления, указываются личности, которые сейчас в данное время занимают высокие должности в Сагдийской области, и в силовых структурах, и в государственных органах власти. И обнародование этих данных привело к тому, что эти люди вышли к родным Хасанова Хасана и потребовали прекратить писать эти письма, или же предложили им от 50 до 70 тысяч долларов, которые Хасанов Хасан, ввиду своей жадности, отказался взять. Он ждал, когда ему предложат 100 тысяч долларов. Мы еще перейдем к личности Хасанова Хасанова, а сейчас продолжим хронологию. 6 февраля в колонию приехал суд, Бузургмехр пишет, в колонию приехал суд района Сино для избрания меры пресечения. Бузургмехр Йоров этому судье сказал, что на самом деле должны судить не его, а должны судить сотрудников колонии Турсунова, Сафарова, Урифа, Давлатова, потому что эти лица причастны к коррупционным преступлениям, которые они совершают, находясь в должности как сотрудники колонии. Я забыл вначале сказать, что то, что сотрудники колонии заставляли Бузургмехра Йорова писать объяснительную 9 ноября, они заставляли его писать только то, что они хотели. Что я имею в виду? Они хотели, чтобы Бузургмехр написал объяснительную и сказал, что я специально не встал в знак неуважения к вам. Но в объяснительной Бузургмехр Йоров говорил и писал информацию тоже о
нарушениях, преступлениях вот этих сотрудников, что им не понравилось, естественно, и это послужило тому, что его отправили в ШИЗО. Судя на объяснение, на обращение Бузургмехра Йорова, что кроме него или опрочь него кто-то, эти сотрудники должны нести уголовное наказание или хотя бы должно начаться следствие в отношении их действий, тоже промолчал, ничего не сделал, пропустил мимо ушей. Бузургмехр пишет, что статьи и письма Хасанова Хасана, которые были опубликованы в средствах массовой информации, именно эти сотрудники за вознаграждение, суммарно за вознаграждение вот этих 3 частей эпопеи Хасанова Хасана, суммарно от 15 до 20 тысяч сомони получили от жены заключенного по имени Раджабалиева Инома. То есть они получили от жены заключенного Раджабалиева Инома деньги, а потом этой женщине передали эти статьи. И она потом их распространила через знакомых, не знаю, через кого-то, чтобы их распечатали. И общественность узнала, по мнению Хасанова Хасана, об истинных соучастниках его преступлений. 8 февраля постановлением начальника следственного управления МВД дело Бузургмехра Йорова официально засекречено. Против Бузургмехра Йорова возбуждено уголовное дело по статье 247, то есть за мошенничество в особо крупном размере, совершенное при рецидиве. Это не является государственной тайной, это не является преступлением, которое относится к делам несовершеннолетних или затрагивает чью-то честь, не знаю, не относится к сексуальным преступлениям. Незаконно начальник следственного управления 8 февраля дело засекречивает. 14 февраля впервые его посещает адвокат, который назначен государством Давлатшоев, Назарали Рахматшоевой. Этот адвокат представлял Бузургмехра Йорова во время предварительного следствия, и именно этот адвокат 20 июня опубликовал пост, в котором он пишет, что, кратко изложу его пост, что он еще во время школьного возраста хотел стать адвокатом, для этого он поступил в университет, выучился на юриста и считал идеалом адвокатов Бузургмехра Йорова, хотел ознакомиться с его делом, считал, что Бузургмехра Йорова власти незаконно арестовали в отместку за его профессиональную деятельность. Но и ему вдруг посчастливилась такая удача, что его избрали адвокатом, он таки пишет, его избрали адвокатом, его никто не избирал, его назначали. Его избрали адвокатом по делу Бузургмехра Йорова. И во время этого дела он ознакомился с делами с 15 года по 17 года. Значит, с 3 еще делами Бузургмехра он ознакомился и пришел к выводу, что Бузургмехра Йоров мошенник, Бузургмехра Йоров преступник. Он разочаровался в защите Бузургмехра Йорова и предлагает другим лицам, другим адвокатам, молодым сначала изучить досконально личность подзащитного, а потом защищать таких людей. То есть еще приговор в отношении Бузургмехра Йорова не вынесен, приговор не вступил в законную силу, а адвокат, который его защищал в предварительном следствии, нарушая адвокатскую этику, нарушая закон, положение закона об адвокатуре, не разглашать данные без согласия самого представителя, которого он защищал, он говорит, он пишет, приводит данные, статьи, годы рождения, имена фигурантов дела. То есть он типа разглашает все данные, которые засекретил 8 февраля начальник следственного управления МВД, а потом и судья, который 13
июня тоже засекретил следствие, судебное следствие. Этот адвокат, я не знаю, он адвокат, прокурор, кто он такой. Почему именно Даллачоев стал защищать Бузургмехра Юрова? Потому что наши обращения к адвокатским конторам, к коллегии адвокатам, к союзу адвокатов не дали результатов. Никто не хочет для себя будущих конфликтов с силовыми структурами, защищая политзаключенных, защищая Бузургмехра Юрова или других вот таких, участвовать в таких громких общественных делах. Естественно, властями был назначен адвокат Даллачоев, который абсолютно ничего не делал. Бузургмехр Юров говорит, что вот он впервые приехал ко мне, посетил меня 14 февраля, более он ни один раз один ко мне не заходил. То есть без участия следователя я с ним один на один не говорил, не обсуждали нормально мы линию защиты. Все то, что я ему говорил, он вам передавал или не передавал. Отсюда здесь я могу добавить, что от себя добавлю, что мы ни одну информацию по делу Бузургмехра Юрова от этого адвоката Даллачоева не получили. Мы только знали, что против него возбуждено уголовное дело по статье 247, и все. И эту информацию нам дал, естественно, Хасанов Хасан. Тут следует сказать, что Хасанов Хасан и раньше звонил, когда Бузургмехр был рядом с ним, вместе они отбывали срок. И даже звонил тогда, когда Бузургмехра отправили в ШИЗО, когда отправили его в крытую колонию, он звонил. Эти записи у нас есть, в котором, естественно, пока я не готов их обнародовать, потому что в этих записях есть еще голоса других, которые могут грозить опасность. Если мы обнародуем это все целиком, то, возможно, для них это плачевно кончится, им грозит уголовное преследование. По какой статье за разглашение тайны следствия и так далее, и так далее. В Таджикистане все возможно. Любую статью могут навязать человеку. Не обязательно совершать какие-нибудь действительно правоправные действия. Так вот, Хасанов Хасан сам говорил, что нас бьют, заставляют, издеваются над нами, чтобы мы писали заявление против Бузургмехра Юрова. И более уже 100 заключенных написали объяснительные об их отношениях с Бузургмехром Юровым. А потом через несколько дней он еще раз позвонил Хасанов Хасан и сказал, что извините меня, я был вынужден написать заявление, другого выхода у меня просто нету, я тут не выживу, если не напишу заявление. И он написал заявление о том, что Бузургмехр обманным путем завладел 42 500 сомнений у него. 7 или 8 апреля Бузургмехру Юрову было предъявлено официальное обвинение по статье 247, части 4, пунктами А и Б. И в конце апреля Бузургмехру Юрову удалось нам передать письмо. Удалось передать нам письмо через наших знакомых, в котором он описывает всю ситуацию, информацию, с которой я с вами сейчас делюсь. На основании этого письма моя мама и мать Бузургмехра Юрова, естественно, 5 мая написала письмо в аппарат президента, Генеральной прокуратуре, в омбудсмен Республики Таджикистан, главе Главного управления исполнения уголовных наказаний Умарову Мансурджону. Было написано письмо, чтобы они проверили факты, которые приводит Бузургмехр Юров, чтобы они провели беседу или, не знаю, получили информацию непосредственно у Бузургмехра Юрова о преступлениях коррупционного характера, совершаемые начальниками колонии ЯС-3/1 в городе Вахдат Турсуновым, заместителем этого начальника полковником Сафаровым Манучехом, майором Арифом и другим сотрудником Давлатовым Ахлидином.
Бузургмехр приводит некоторые факты, как они за взятки передавали, получали запрещенные вещи, как сокрывали преступления, которые совершаются внутри этой колонии, естественно, за вознаграждение. В своем письме Бузургмехр об этом говорит, приводит некоторые имена, естественно, эти имена без фамилии, так как в той ситуации, в которой находится Бузургмехр Йоров, писать имена, конкретные фамилии очень и очень сложно. Например, Бузургмехр пишет, что они совершают преступления, предусмотренные статьями 314, 316, 319, 250, 324, 347. И посредством, например, жены заключенного Раджабалиева Инома, который осужден за наемничество, они, обмениваясь деньгами, товарами, получают, передают что-то. Например, было выявлено воровство в колонии, но об этом никто ничего, никаких мер не приняли. Именно Сафаров Манучер не принял это к своему усмотрению. Вор не был наказан. Происходят драки, происходят разные ущемления прав заключенных со стороны других заключенных, которые, естественно, должны пресекаться сотрудниками колонии, но эти сотрудники колонии взамен платы никаких действий не предпринимают. Мать Бузургмехра пишет письмо, чтобы проверили эти факты, которые приведены в письме Бузургмехра Йорова. В письме приводится полный список, полный, например, пересказ письма Бузургмехра Йорова. Но 30 мая этого года моя мать получает ответ от главы управления исполнения уголовных наказаний, что мы проверили личное дело Бузургмехра Йорова, и там увидели, что 17 сентября, а также 9 ноября он был помещен в ШИЗО за нарушение внутреннего распорядка на 15 суток. Вот единственное то, что они проверили. Ну, естественно, там в письме сказано, что ваши доводы не нашли свое обоснование, то есть они не обоснованы. Что они проверили? Они поговорили с Хасановым, поговорили с заключенными, опросили сотрудников колонии, опросили Бузургмехра Йорова, опросили мою маму, которая написала эти заявления. Нет, они просто открыли и проверили досье, личное дело Бузургмехра и написали моей матери, что да, такого-то числа он дважды был помещен в ШИЗО. Поэтому его правильно перевели в колонию скрытого режима, а в отношении этих преступников, сотрудников колонии мы ничего не предпримем, потому что ваши слова не имеют основания. Ничего не проверяем. Как я говорил раньше, адвокатом был Давлатшоев Назарали Рахматшоевич, который в конце уже предварительное следствие отказывается от защиты Бузургмехра Йорова, естественно, по вопросам своей безопасности. Он до такой степени боялся силовых структур и боится силовых структур, что с женой Бузургмехра Йорова, с моей сестрой, они никогда не встречались ни в одном кабинете, который принадлежит адвокатам. Ни в коллегии адвокатов, ни в союзе адвокатов, нигде. Их место назначения, их место встречи, которые, как в этом фильме, место встречи изменить никогда не было нельзя, это около бани, которая находится на улице Мушфиқи, в городе Душанбе. Только он там встречался с родными Бузургмехра, получал от них бумаги какие-то, доказательства, которые мы собирали, невиновности Бузургмехра, например, доказательства по переводам денег родным и близким, доказательства телефонных звонков и так далее. Не знаю, переданы Бузургмехру, они приобщены к делу или не приобщены, это нам неизвестно.
После того, как Давлатшоев отказывается от защиты, Бузургмех, естественно, опять остается без адвоката. Во время суда тоже ему назначен адвокатом. Ему назначили адвоката, знакомого судьи из города Вахтата. И 12 июня начинается судебное заседание. Судебное заседание проходит в закрытом режиме в колонии в СИЗО номер 1 города Душанбе. В первый день наших родных никто не извещает, хотя они являются, и жена, и моя сестра являются свидетелями по этому делу, никто их не извещает. Им звонит секретарь суда по имени Исмоил, который тоже ни своего имени, ничего, ни данных никому не говорит, все секретно у нас по делу Бузургмеха Йорова. Потом мы узнали, что его зовут Исмоил. Он звонит и говорит, что предоставит своего адвоката. И там слышно голос Бузургмеха. И сестра говорит, что я услышал голос Бузургмеха, значит, суд уже начался. И Бузургмех потребовал адвоката, своего адвоката. И таким образом, давая телефон сестры, чтобы они позвонили сестре, чтобы адвокат приехал, он дал знать нам, он дал знать своей семье, что процесс начался. Потом из-за отсутствия адвоката 12 июня судебный процесс переносится на после обеда. После обеда судья приходит, естественно, со своим знакомым, другом, адвокатом, который представляет уже интересы Бузургмеха Йорова во время судебного разбирательства. Имени этого адвоката, номера телефона этого адвоката нет, неизвестно. Имени судьи неизвестно. Фамилия секретаря суда неизвестно. Прокурора тоже неизвестно. Наше обращение сестры, обращение жены Бузургмеха, что представьтесь хотя бы вы кто, как вас зовут, как вас найти, как ваш номер телефона, они не отвечают. Говорят, вы потом получите приговор, там все будет написано. Но до сих пор они умалчивают эту информацию. Не знаю почему. Дело о мошенничестве до такой степени секретное, что даже судьи боятся обнародовать свои личную информацию, кто они, из какого суда, как их зовут и так далее. Как я сказал раньше, 20 июня бывший адвокат, который представлял Бузургмеха в предварительном следствии, обнародует информацию о деле. И вот сейчас 23 июня. И я считаю, что пока у нас тишина, никакой информации нет, я считаю, что уголовное рассмотрение уголовного дела, судебное следствие закончено и уже вынесен приговор по отношению к Бузургмеха Йорова. Это 100% я вам могу гарантировать, что вынесен обвинительный приговор. Когда этот приговор когда-нибудь попадет к нам на руки, мы увидим число его вынесения. Это 21 или 22 июня. Следует сказать, что судья, который ведет это дело, вот я хотел бы, вы посмотрели на эту фотографию. В этой фотографии приведена единственная фотография сотрудников суда города Вахтата, которую можно найти на их сайте. Кружочками обведены два человека. Человек, который сидит в первом ряду, это судья, который ведет или вел дело Бузургмеха Йорова. За ним Исмоил, это его секретарь судебного заседания. Человек, который вводит в заблуждение, обманывает родных Бузургмеха Йорова, обещая им, что вы сегодня посетите суд, вы завтра посетите суд и так далее. Хосият Йорова, моя сестра, жена Бузургмеха Зарина Набиева, являясь свидетелями, имеет право участвовать в судебном процессе. Но их только один раз вызывают, допрашивают, и после этого запрещают им
посещать, участвовать в ходе судебного разбирательства, быть как бы свидетелями этого суда Линча. Если есть какие-нибудь нарушения, дополнения, они уже больше не имеют права, оказывается, выступать, дополнить свои выступления. У них нарушены права свидетеля как на участника уголовного процесса, который имеет право обжаловать действия судьи, прокурора. Ну, до такой степени секретные, до такой степени вот суд над Бузургмехром идет, что власти боятся не только обнародовать информацию о деле, почему против него возбуждено уголовное дело, но и скрывать имена, скрывать место суда, не разрешать другим лицам участвовать в судебном следствии. Суд проходит в следственном изоляторе. Почему суд о мошенничестве проходит в следственном изоляторе? Для чего тогда созданы суды? Для чего есть залы судов? До такой степени власти боятся имени разглашения информации о деле Бузургмехра Юрова. Следует тут сказать, что неоднократно жена Бузургмехра Юрова, моя сестра, были предупреждены сотрудниками секретных служб, силовых структур, что им запрещено вообще, от слова вообще, ноль, говорить что-либо о Бузургмехре, ни о информации, что против него есть дело возбуждено, ни о том, что, не говоря уже о том, что когда это дело, по какой статье, ни о чем. То есть они им запретили вообще говорить о Бузургмехре. Им сказали, что ничего не говорите, не пишите, не распространяйте никому никакой информации. Даже своему брату, то есть мне, Джамшеду, который находится за рубежом, нельзя говорить, где находится Бузургмехр, в каком состоянии Бузургмехр, что против него возбуждено, как идет его дела и так далее. Но это была основная хроника дела против Бузургмехра Юрова. Я вам сказал, от какого числа началось, кто были участниками этого дела и так далее. Теперь еще раз перейдем к лицам, которые причастны к этому уголовному делу, к этому фарсу. Это начальник исправительной колонии ЯС-3/1 Турсунов Б, заместитель начальника подполковник Сафаров Манучев, сотрудники этой колонии майор Ориев и Давлатов Ахлиди. Также следователь, который вел уголовное дело во время предварительного следствия по имени Махмад Юсуф, следователь Следственного управления МВД. Начальник Следственного управления МВД, который засекретил своим постановлением дело Бузургмехра Юрова. Секретарь суда по имени Исмоил, секретарь суда города Вахдат по имени Исмоил. Ни судьи, ни имен государственного обвинителя нам неизвестно. Адвокат, который, нарушая адвокатскую этику, нарушая положение закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, разгласил данные уголовного дела Бузургмехра Юрова и признал своего бывшего подзащитного как преступником, обнародовал это в общественности, это Давлатшоев Назарали Рахматшоевич. Ну, естественно, это фабрика ответов, по имени, один из них по имени Рустам Хафизов. Вот эти лица непосредственно причастны к возбужденному уголовному делу в отношении Бузургмехра Юрова. Более подробную информацию, например, с письмами Бузургмехра Юрова, с копией ответа начальника ГУИ, скриншот или фотографию письма Бузургмехра Юрова мы вскоре выложим на своем сайте. Вы можете, естественно, там ознакомиться. Если какая-нибудь информация вам будет нужна по делу Бузургмехра Юрова, вы можете обратиться к нам по вот этим
данным по электронной почте. Вы можете позвонить по этому номеру на WhatsApp, Viber, Imo, Telegram. Я, естественно, отвечу, помогу и считаю, что мы должны как-то облегчить жизнь, облегчить ситуацию с Бузургмехром Йоровым посильными нам методами. В последнее время общественность Таджикистана, последние годы, можно сказать, общественность в Таджикистане уже до такой степени запугана, что такие громкие дела не представляют для общества интересов. Из-за того, что есть боязнь попасть под репрессии государственного аппарата. Но организации, которые находятся за рубежом, могут оказывать давление на власти, чтобы действительно хотя бы вот этот последний процесс против Бузургмехра Йорова была как-то открытым, чтобы люди, организации имели возможность ознакомиться с доводами обоих сторон, чтобы имелись вот какие-то шансы защитить свои права Бузургмехром Йоровым. На этом я, друзья, заканчиваю свое выступление. Спасибо, что были со мной, выслушали меня. И еще раз говорю, что письмо Бузургмехра Йорова, переведенное на русский и английский языки, скоро будет опубликован в нашем сайте. Вы можете там ознакомиться со всеми документами, относящимися к этому делу. До свидания. Большое спасибо, что вы слушали меня до конца.